Меня зовут Асхат Садуов, я архитектор, урбанист. Представляю Институт урбанистики КазУрбан. Занимаюсь исследованием городов, их развитием с точки зрения планирования. Необходимо снова возвращаться к квартальной застройке, и город должен развиваться с точки зрения экономики улиц. Если посмотреть на старый геймплан, то у нас территории несколько дезинтегрированы, то есть у нас есть четкий исторический центр, который является сердцем этого города. А дальше у нас вот такие анклавные участки, которые не совсем связаны, то есть имеют мало связей, и тем самым люди, мигрируя, загружают эти улицы. Участок, который активно сейчас обсуждается в сетях по застройке ипподрома, нужно рассматривать с точки зрения возможностей, так как это возможность создать новый центр в городе, который бы связал функции дендропарка, зоопарка, парка Байдыбек-Би, площади Наурыз, Краеведческого музея. То есть, по сути, эти все функции, они формируют центр города, но сейчас мы этого не наблюдаем. То есть там нет наполненности жизнью, люди посещают изредка эти пространства. И с точки зрения возможностей застройка ипподрома могла бы стать вот тем самым катализатором и связать все эти функции в некую систему через сетку улиц. И эти улицы могли бы быть экономическими центрами сервисной экономики, которая бы по-новому развивала Шымкент. То есть, по сути, мы сейчас переживаем момент, когда реновация ипподрома может стать совершенно каким-то иным участком развития, которого нету ни в Нур-Султане, ни в Алматы. И Шымкент может стать таким передовым прогрессивным городом с точки зрения урбанистики. Если говорить о реализации ипподрома как парковой какой-то зоны, то здесь слишком большая концентрация зеленых зон, и у нас есть дендропарк, зоопарк и сверху еще один парк. И вот этот парковый кластер, который оторван от всех жилых застроек, он работает только автомобилецентрично. То есть мне нужно будет туда поехать на автомобиле, либо на общественном транспорте, чтобы получить некий досуг. Это не совсем корректно. Я считаю, что парки должны распределяться по всему городу равномерно и в шаговой доступности. Мне очень нравится то, что данные территории будут отходить под зеленые угодья, и это создаст хороший зеленый пояс вокруг города. И если учитывать направление ветра, то и инфраструктурное обеспечение, то есть правильно будет данные территории отдать под озеленение. Если говорить в целом о старом генеральном плане, он был разработан для областного центра, и сегодня нужно его пересмотреть, так как данные связи, вот Шим-Сити, он всегда будет оставаться дезинтегрирован. Необходимо, чтобы Шим-Сити был связан лучше, то есть должно быть больше связывающих улиц. Мне очень нравится то, что шымкентцы очень активные. Другой вопрос, как грамотно вовлекать активистов в процесс развития. Необходимо рассматривать все стороны: экономическую, экологическую, эстетическую, а не быть сконцентрирован только на одной части вопроса. Так как экономика города – это самый важный вопрос, то есть за счет чего будет жить город. Мое мнение, что ипподром нужно рассматривать с точки зрения возможностей. То есть это уникальная возможность, которую нужно сейчас использовать, и совместно с девелопером, держа руку на пульсе, предлагать какие-то решения по совершенно каким-то креативным и другим подходам. Ну и в заключение хотел бы сказать, что у нас большие надежды на то, что Казахстан перейдет на новую систему планирования, так как закат советской цивилизации уже подошел к концу, и та модель плановой экономики и планирования индустриальных городов,
она отошла, и мы переходим в новую фазу развития. Я верю, что Шымкент, переходя на новую фазу развития, должен развиваться полицентрично. Люди должны иметь право проживать там же, где они прилагают труд, и получать весь сервис услуг в шаговой доступности. И Шымкент имеет все шансы на то, чтобы реализовать данный подход. Соответственно, нужно отходить от плановой экономики и реализовывать новую экономику в городе Шымкент.